Как и обещали синоптики, на Черноморское побережье обрушился шторм века. Пострадало побережье Абхазии, более в западной части и менее в восточной. Синоптики обещают, что непогода отступит в этот четверг, но шторм не сдает позиции. Кадры не передают всей мощи неутихающих волн друг за другом. Разбиваясь о берег, вселяют страх и одновременно восхищение к красоте и силе природы, против которой нет преград. Дому семьи Габуния, расположенного на прибрежной территории Агудзыры, стихия нанесла незначительный ущерб. Морские волны залили двор, оставив за собой камни и толстый слой песка. Хозяйка Сандра Габуния рассказывает, что о штормовом предупреждении им было известно, но мало верилось, что морские волны доберутся до их дома. С морем их разделяет расстояние более 150 метров. На участке есть и крутая возвышенность. Свет был почти все время. У нас только ночью не было, утром дали, и вот, слава богу, свет, и напряжение неплохое, не моргает. Так что грех нам жаловаться. Все хорошо, лишь бы сейчас выгрести. Немножко надеюсь, что не будет больше такого шторма. Жильцы соседних домов тоже не жалуются. Заняты уборкой территории, говорят, что последствия могли быть хуже. Благодаря этому сложенному из морских камней забору с усиленным фундаментом морские волны заливали дворы уже с наименьшей силой. К большому сожалению, таким везением могут похвастаться немногие. Пострадали обустроенные уличной мебелью дворы, напрочь смыло или засыпало песком насаждения во дворах. Смыло заборы, течение принесло бетонные элементы, а искореженные лодки и небольшие прогулочные катера выбросило на берег. Стихия нанесла ущерб почти всей прибрежной территории Гулырбского района. В основном это села Мачара, поселок Агудзыра, село Уарча, где был нанесен такой наиболее урон. Были повалены в районе 6 деревьев, которые мы своими силами сумели уже убрать. Нанесено очень много мусора, песка, глины. В поселке Агудзыра даже море принесло контейнер, который перевозится сухогрузами. Но потом будем думать тоже, что с ним делать. Наверное, подключим технику соответствующую для того, чтобы привести в порядок. К счастью, такого ущерба домовладениям стихия не нанесла, но тем не менее у нас в районе 2 дома в селе Уарча и 2 дома в поселке Агудзыра по улице Курортная, которые пострадали от шторма. К счастью, должен сказать, в этот раз все обошлось. Домостроения остались целыми, кровли на месте. Вот только эти 4 дома, которые у нас реально пострадали. На момент съемок мы не застали сотрудников коммунальных служб. Как сообщили в администрации района, в течение дня пострадавшим начнут оказывать помощь в расчистке, в том числе с привлечением спецтехники. Между тем, температура воздуха продолжает падать, особенно в горах и предгорье. По словам метеоролога Асиды Ахсалба, этот месяц в разы холоднее, чем в прошлом году, а в январе и феврале потеплеет всего на несколько градусов. В четверг у нас погода будет меняться. После обеда кратковременные дожди, а вот с пятницы у нас распогодится повышением дневных температур в среднем по всей Абхазии от 14 до 20 градусов. Причиной подъема волн на Черном море связано это исключительно с средиземноморским циклоном, который, в общем, вы знаете, парализовал Турцию, Румынию, далее Крым. Но на периферии находятся города Краснодарского края, но тем не менее отголоски дошли и до этих городов, а далее уже и к нам, но уже с меньшей ударной силой. Всему происходящему есть научное объяснение. По словам Ахсалба, увеличение температуры Тихого океана влияет на климатическое настроение. Вместе с тем метеоролог отметила, что нынешнюю погоду прогнозировали еще летом, ведь температура морской воды показала рекордное значение – 29 градусов тепла. И зимой столкновение воздушных холодных масс со все еще теплым морем также влечет климатические последствия. Во всяком случае, человек за многие века своего существования не извлек главного урока. Не стоит недооценивать силу природы, которая порой непредсказуема и дает суровые уроки. Метеоролог Асида Ахсалба подчеркнула, что строения должны быть расположены не ближе 1 километра от моря. Возможно, тогда стихия прошла бы безболезненно. Асида Малия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.